Привет всем, кто смотрит видео. Я хочу пояснить одно небольшое стихотворение. Хайджи пророк и шаман, написанное на русском языке, выставленный в блоге sibday.ru. В блоге sibday.com Хайджи и пророк. Я зачитывать текст, наверное, не буду. Нет, хотя я думаю, что следует зачитать, сделать акценты кое-какие. Но давайте посмотрим сначала сам текст. Не осуждая волю, явленного сутью, возьми свой бубен ты, шаман, и я возьму свой ящик семиструнный, Чатханом названный мой спутник. Да и зачнем мы битву за Тенгри, и явим миру глаз и тайну неба. Ты можешь в волю 77 назвав свой стан богов, на каждую мою струну Чатхана всего-то 7 от рода, по 11 надсмотрщиков тайных поставить во главе угла. Они почище воли тамплиеров, мой каждый шаг, мой каждый нерв, мой каждый вздох и дрожь Чатхана звук припрятан будет сроком до отчета, и связан будет волею твоей, небесный мой шаман. Ты воля духов для Чатхана моего, но я сын неба, сын Тенгри, как и ты, шаман, позволь быть откровенным. Я тот, кто наречен Каганом власти слова. Я мир озвученный твоих недобрых духов. Я мир заявленных когорты волчьих слухов, сбивших в стаи наций, народы, племена. Мне волею дано одной лишь песнью ясной твоих богов восславить и ослабить. Твой дух, шаман, и воинство твое столпится в круг моего Чатхана, зачнет единственный и верный танец солнца. Под бубен твой, шаман, и мне подвластный бубен, и каждый из богов, тебя пославший для экстаза, будет сыт и сносен звуком, порождаемых Чатханом. Ты, шаман, лишь дверь, лишь круг перемещения знаков, а я почти Тенгри, чьей волей сотворяются миры, планеты и галактики, и огонь, свет и тьма, и дух, и воля духов, и ты, шаман. И суть, и смысл, и только потому, что дарован мне волею Тенгри знак сути, тончайших связей неба, и миров невидимых, и духов 77. Мне дан язык и звук 7 Чатхана моего. Не каждому такая власть от неба, и потому лишь только мой Чатхан одной какой-нибудь стройной замыслит песню. Все воины твои, все твои боги, о шаман, моей подвластной песни. Но в чем вопрос? И отчего ж такая воля всего лишь пустоте словесной? Озвучен будет явью некий смысл. Вот в этом суть, и в этом явно тайна. И тебе, шаман, его уж не постичь. Так бей в свой бубен, колоти, своих богов ты призови к участию, а я всего лишь проворчу. Я сын Тенгри и посланный для счастья. Вот такое стихотворение. Конечно, можно задать вопрос, почему Хайджи пророк спорит с шаманом. Это тема оспаривания статуса, если можно так сказать, статуса духа Хайджи и духа шамана. А она характерна для культуры Великой Степи. В культуре Великой Степи вообще шаманы считаются одним из главных персонажей общества. К нему все обращаются
Он участник многих социальных процессов, празднеств, он лечит людей, и роль шамана очень велика в обществе Великой Степи. По крайней мере, так было раньше, до 20 века, скажем так, в истории человечества. Когда пришла медицина, конечно, роль шамана, она немножко отошла в сторону, и тем не менее, сегодня, даже сейчас, народ идет к шаманам. И, конечно, шаман оказывает сильное влияние на внутреннее ощущение мира, на дух человека, на понимание всего того, что окружает наше бренное тело, скажем так. И даже тот мир, который мы не понимаем, а шаманы видят этот мир, то есть мы как-то доверяем тому, что говорит нам некий прорицатель, даже о будущем. Ну, вспомним Вангу, известнейшую Вангу, который знает все. Мы можем вспомнить многих-многих пророков, которые сегодня говорят о том, что будет. И они довольно точно указывают на явления, которые на самом деле происходят. Конечно, не всегда 100% попадают, но хорошие прорицатели, они умеют это видеть. И Хайджи, пророк, вступает в спор, заявляя о том, что на самом деле Хайджи по статусу занимает более значимую позицию, чем позицию, я беру самую лучшую часть шаманов, самый высокий уровень, конечно. Хайджи, пророк, говорит, что все же Хайджи статус более высокий, чем статус шамана. Эта традиция пророчества, конечно, в культуре Великой Степи возникла не сама по себе, я имею в виду в культуре Великой Степи, в истории словесности. Конечно же, в первую очередь дело в том, что Хайджи пророк написан кем-то, ведь текстовиком, человеком, который исследует и занимается тем, что хочет понять тайну слова. Что есть слово? Ну и если мы возьмем ближайших наших соседей, ближайший наш временной период, конечно, мы в первую очередь вспомним Пушкина естественным образом. И давайте мы посмотрим, о чем же Пушкин сказал, то есть каков образ пророка у Пушкина. Я зачитывать стихотворение не буду, это известнейший текст. Сделаем лишь акцент на том, что Пушкин, конечно же, здесь сказал о сути пророка, того, что вот последние несколько строк. «И Бога глаз ко мне воззвал, восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Это важный момент. Но иначе говоря, красотой слова, поэзией, не лечением, кстати говоря, Пушкин говорит, да, глаголом жги сердца людей, обычным словом возжигать внутренний дух человека. Но есть другой текст еще, текст Лермонтова. Они интересны. Чем интересен текст Лермонтова? Дело в том, что после Пушкина писать также подобно, то есть выдвинуть подобный образ поэта, творящего красоту, ну, как бы уже не с руки, что называется. И Лермонтову надо было что-то другое предложить. И он пишет. И Лермонтов это сделал совершенно по-своему. Он акцентировал на внутреннее ощущение своего личного «я». Хотя у Пушкина тоже есть, смотрите, местоимение «я» стоит, вот он и есть. Что у Пушкина, что у Лермонтова, оно использовано в первом лице. Текст исполнен в первом лице. «Как труп в пустыне я лежал». То же самое у Лермонтова. «Провозглашать я стал, в очах людей читаю я», ну и так далее. «Из городов бежал я нищий, посыпал пеплом я главу», и так далее. Но, смотрите,
пророк выражен через тему отрицания обществом. Дело в том, что общество, не понимая слова, оно, в общем, не понимая сути смысла слова, конечно, иронически относится к поэту, да. И вот состояние, внутреннее состояние вот этого поэта, конечно же, Лермонтов, он пропускал через свое собственное видение, потому что на самом деле он сам переживал, думаю, что я так полагаю, что он сам переживал вот это ощущение отрицания общества. Он, конечно, понимал, что он великий поэт, но после Пушкина быть вторым великим тут же сразу, моментально очень сложно. Это очень сложнейшая задача для поэтической культуры, для истории. И Лермонтову чуть-чуть, конечно, не повезло, что он родился после Пушкина. Чуть-чуть не повезло. Иначе бы он был бы Пушкиным тоже. То есть это были бы два величайших равнозначных поэта одного и того же периода. Но, хотя по сути это так и есть на самом деле, одного и того же периода, но чуть-чуть позже, там на десяток лет. И вот Лермонтов пишет, конечно, он пропускает через собственное «я», и вот это «я» уже личности поэта, оно имеет большее значение. Если у Пушкина как бы универсальность, подчеркивается универсальность характера, да, Бог посылает и открывает дар поэта, дар пророка у поэта, то здесь как бы это ясно, что Бог дает этот дар, но как люди к этому относятся, тут отношение людей. Вот. Иначе говоря, Лермонтов описывает и пытается нам дать понять пророка через отношения окружающего его социального общества или мира. То есть, иначе говоря, пророка не принимает в обществе на самом деле, и все знают, что нет пророка в своем отечестве. И схожий термин. Ну и вот этот вот текст Великой Степи, конечно, имеет отношение к этим двум предыдущим текстам. Он не мог не иметь, то есть, в общем, тут заданность текста к относительности этим двум предыдущим, оно задано уже в строке сразу, в заглавии. Хайджи пророк и шаман. Можно было бы стихотворение назвать просто Хайджи и шаман, а тут Хайджи пророк и шаман. Вот это сразу указывает на ориентированность вот этих предыдущих двух авторов, Пушкина и Лермонтова, конечно же, в первую очередь. И через них высказывается явление пророка Хайджи уже в данном случае. Но здесь не говорится о том, в данном стихотворении, что кем является пророк, продолжая тему. Допустим, мы как бы понимаем, да, что пророк — это некий высокий дух, жгущий или возбуждающий дух людей. А здесь у Лермонтова, да, пророком не принимаем обществом. При том, что, скажем, основная задача поэта понять смысл слова и красоту слова донести до людей, но тем не менее общество его не принимает. А здесь об обществе вообще речи никакой нет, просто игнорируется, как бы не то что игнорируется, вообще нет речи об обществе. Тут речь идет спор двух персонажей, пророка и шамана. Шаман, через явление шамана вырисуется образ пророка, Хайджи причем. Почему Хайджи, а не поэт-пророк? Дело в том, что в культуре степи Хайджи обладает древнейшими знаниями, и он еще владеет искусством пения. В первых двух текстах тут как бы есть, да, вот, нет прямого указания на звуки музыки. Хотя в системе образов. А тут в этом тексте Чадхан. Чадхан — это один из символов явления мира, да, музыка. Это один из важнейших аспектов бытия человека. В первую очередь человек
еще и поет. Каждый человек может петь, и пение, музыка, имеет огромное значение для, ну, вообще для человека. Каждый человек пением каким-то образом удовлетворяет свое внутреннее ощущение. Музыка помогает. Это не только музыка слов, но и само явление музыки, как отдельная категория искусства и жизни человека. И, конечно же, смысл слова здесь точно так же подчеркивается. А я всего лишь проворчу. Я сын Тенгри и посланный для счастья. Сравнивая с шаманом, конечно, да, казалось бы, роль шамана очень велика. Он и помогает, он и лечит, он и предсказывает будущее, он и все. Но, тем не менее, хайджи шаман по статусу важнее. То есть важнейшим, более важен. Казалось бы, вот пустоте словесной. А чего ж такая воля в пустоте словесной? Вот об этом можно поразмышлять, поговорить о сути слова, вот о смысле слова. Почему Пушкин подчеркивает глаголом «жги сердца людей»? Почему слово важнее всех смыслов для человека? И почему Лермонтов, ну, после того, как сказано о сути слова, да, Лермонтов уже остается подчеркнуть другую часть или другой смысл поэта, что в обществе людей поэт не всегда принимаем. Он действительно так. Если поэта не игнорирует, то его все равно многие не понимают, ибо понять суть слова и суть красоты слова надо потратить определенное время. Это очень важно. Именно время на понимание того, о чем говорят вот эти два поэта, Пушкин и Лермонтов. Конечно же, над словом надо уметь размышлять, что это есть, и у хайджи есть возможность об этом подумать и понять значимость явления слова. И он, конечно, рассказывая о прошлом, он понимает смысл, важнейший смысл того, какой властью на самом деле он владеет, властью слова. Эта власть, она более значима, конечно, чем умение шамана. В далекой перспективе остается лишь имя пророка, имя тех, кто говорит словом, а остальные теряются. Если мы возьмем историю развития цивилизации в мире, да, человечества, мы, конечно, будем знать наверняка имена оракулов, каких-то жрецов, да, но об история человечества всегда ценит явление слова, красоты слова. Почему? Ибо слово является важнейшим признаком сознания вообще. Человек в этом мире только словом выражает себя, свою суть. Только с помощью слова человек становится, ну, я не скажу, что центром вселенной Тенгри, но он становится почти Тенгри, почти само явление, которое нас окружает. Почти Тенгри. Только с помощью слова. Ну вот об этом примерно выражено в тексте хайджи пророк и шаман. С вами был Сибдей Том. До следующего видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.